Они уезжали в Ленинград молодыми и восторженными, чтобы отучиться на артистов театра, но мечты о сцене и овациях растоптала война. В 1940 году 34 якутских студента были направлены на учебу в Ленинградское театральное училище. Через год им всем пришлось столкнуться с военными реалиями. Практически все погибли, кто на полях сражений, кто во время блокады и обороны Ленинграда, а кто-то в результате репрессий. О трагической судьбе якутских студентов посвятили выставку в городе Покровск. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Как оказалось, в числе якутских студентов, уехавших в 1940 году в Ленинград на учебу в театральное училище, были 8 выходцев из Хангаласского улуса – 4 парня и 4 девушки. Именно их изобразили на свитках самодеятельные художники арт-студии «Аяркут». Свои работы они презентовали в виде выставки под названием «Цветы на холодном снегу». На выставку приехали все родственники и все знакомые и близкие люди этих студентов. Прежде чем нанести первый мазок, художники проделали внушительную подготовительную работу. Консультировались с краеведами, родственниками и с актрисой Сахатеатра Зоей Багнановой. О судьбе своего героя Макара Гаврилева его однофамилица Мира Гаврилева рассказывает с комом в горле. Парень родом из села Улаханан лелеял мечту об актерстве и думал, что вытянул золотой билет, отправляясь в Ленинград. Среди однокурсниц он заприметил Анастасию Ларионову и влюбился. Но им не суждено было быть вместе. Макара за неосторожное высказывание репрессировали, после чего он пропал без вести. А Анастасия не вышла замуж и осталась одна. И до конца своей жизни, и до конца своих дней она ждала Макара, а вдруг он придет. Ну и так не сбылась ее мечта. Но Анастасии Ларионовой удалось осуществить другую мечту. Она единственная из всего состава стала актрисой театра. К сожалению, остальным это не удалось. Выставку «Цветы на холодном снегу» организаторы планируют показывать в школах района. Также в ближайшее время работы выставят в селе Чаран, на родине одного из студентов. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.